Всем привет! Меня зовут Яна. А меня Рома. И мы продолжаем проект «Этнодевчонки в поисках счастья», в котором узнаем секреты счастливой жизни разных народов. Привет, меня зовут Айгуль, а это мой муж Айнар. И сегодня мы вас приведем в мир татарских традиций. Айгуль – инженер по проектно-сметной работе авиационного предприятия, совмещает работу с обучением в аспирантуре и преподавательской деятельностью в ВУЗе. С 2017 года активная участница Союза татарской молодежи «Иман». Ценными чертами татарского народа считает гостеприимство, душевную теплоту и искренность. Увлекается наукой, любит готовить, придерживается философии разумного потребления. Девиз по жизни «Все, что нам нужно, есть в нас самих». А знаете ли вы, что у татар бывает две свадьбы? Одна из них мусульманская и называется никях. Это наша мечеть. Здесь все и происходит. Для того, чтобы туда зайти, вам нужно переодеться. В этом классе проводятся уроки арабского языка для взрослых и детей. Рахимитегес, отырыңыз, проходите, садитесь. Саадата. Саада. Это счастье. Мир. Салям. Мир. Это слово слышали? Ассаляму алейкум, да? Мир вам. Для татары говорят салям. Уважаемый Хазрат, а что для вас счастье? Жизнь прожить так, что потом мы не пожалели о том, как мы ее провели. Понять ответственность каждого дня, каждого действия. И что любые усилия, любые деньги, любые старания нам не позволят вернуться назад. Мы проживаем жизнь на чистовек. Рахимитегес, добро пожаловать. Прошу в дом. Чтобы жизнь у вас была сладкой, скушайте ложечку меда. Чтобы жизнь была гладкой, ложечку масла. Добро пожаловать. На подушку невесту ставят из-за того, чтобы говорили, чтобы она пришла с мягкими ногами. А с мягкими ногами как это можно понять? Чтобы в доме было всегда все хорошо, спокойно, чтобы был уют и спокойствие. Вот моя небольшая коллекция чайников. Чайники делятся до российские и советские. Начала я вот, по-моему, вот с этого чайника. Он считается как такой доварочный, его называют, потому что есть заварочные, которые вот маленькие. В них только наливают заварку, а в этот уже наливают воду и потом разбавляют. То есть вот чайники теми различаются. Лучшее лакомство у татар к чаю – это чак-чак, чуть-чуть в переводе на русский. Хотите его научиться готовить? Яна, сейчас мы с тобой приступим к приготовлению татарской сладости чак-чак. Берем яйцо, разбиваем, затем добавляем небольшое количество соли, размешиваем. А теперь добавляем муку с помощью просеивателя.
Существует много способов приготовления чак-чак. Сегодня мы используем из сырых яиц. А бывает, что некоторые хозяйки яйца сначала замораживают, а потом уже их применяют. А зачем замораживать яйца? Некоторые считают, что так получается чак-чак более пышным и воздушным. Что-то не то, Что-то не сейчас так. мы исправим. Давай. А теперь нам останется только чак-чак полить сиропом из меда и сахара, и можно уже садиться за стол. Ведь чак-чак звучит весело и игриво. Зульфат Абый, а в чем для вас заключается счастье? Зулфат Арсланов, предприниматель, председатель Центра татарской культуры города Сарапула, осуществил свою детскую мечту, открыл музейное пространство, многие экспонаты которого – это семейные реликвии, старинная посуда, упряжь, книги, музыкальные инструменты. За заслуги по сохранению культуры татарского народа Зулфату Арсланову вручена медаль Всемирного конгресса татар. На сегодняшний день для меня счастье – это сохранить богатые истории сарапульских татар, дополнять и передавать будущему поколению, нашим внукам, детям. Вот это для меня самое большое счастье. Знакомься, это наша мастерица Альфира. Она занимается у нас куклами, шьет куклы. Яночка, это мои куклы. Вот эта девушка, она это нарядной татарской одежде. Это мусульманка девушка, вся закрытая, как положено мусульманке. Эта девочка... Рома, пока девушки кукол обсуждают, предлагаю тебе особое задание. Научиться для бани веники вязать. А поможет нам в этом Альберта Б. Пойдем. Веники желательно заготавливать с начала июля и по начало сентября. Также веники рекомендую добавлять полынь, душицу, мяту можно. Какая вам трава нравится, то и добавляйте. Рома, Кильманда, мунча готова, пойдем париться. Добро пожаловать на татарский праздник Сабантуй! А ты, Роман, готов испытать себя? Да. Рома! Национальная борьба «Кураж» – это переводится борьба на полотенце. Вот сейчас вот завязываем полотенце соперникам. Один под красным будет, другой под зеленым. И начнем бороться. Принцип борьбы – надо поднять, чтобы оторвались две ноги и бросить на спину. Это считается чистая победа.
Ильдар, в чем заключается счастье для вас? На данный момент, что мы здесь собрались, устроили сабантуй, все веселятся, всем хорошо, все радостно. Вот в этом счастье на сегодняшний момент. А еще на Сабантуе играют веселые национальные игры. Приглашаем вас присоединиться. Как жаль, что сегодняшний день заканчивается. Мне здесь так понравилось. Спасибо вам за этот день. А что для вас является счастьем? Для нас счастье – это наша семья. Возможность передать традиции от старшего поколения к младшему. Счастье – это любовь. Сегодня мы вас приведем в мир татарских традиций. Пусть мы с тобой такие разные и говорим на разных языках, но все мы мечтаем, о счастье мечтаем и верим, все в наших руках. Красивые, добрые и смелые, мы знаем, нам подвластно в жизни все. Мы супер девчонки, этно девчонки, мы ищем счастье свое.